Добрый вечер. В студии Валет Генаев. В эфире очередной выпуск информационного канала «Чечен-Инфо». Напомню, это проект телеканала «Грозный», который обозначен как общественно-политический тележурнал и первая попытка нашего канала создать синтетический жанр, позволяющий в рамках одного часа удовлетворить все информационные потребности. В один час уместились обзор событий минувшей недели, обзор сетевых ресурсов о Чеченской Республике, история республики в зеркале времени и несколько сюжетов на тему прошедшей недели. На этой неделе в обойме событий неожиданный визит председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина, акция протеста граждан республики против терроризма, очередной рецепт умиротворения Кавказа от Владимира Жириновского и многое-многое другое. Все это в течение часа, здесь и сейчас. Авторы программы убеждены в том, что новости – это интересно, если к ним подходить с интересом. Приятного просмотра. Сегодня в программе неожиданный визит председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина. Гражданская акция протеста против терроризма в Чеченской Республике, зафиксировано землетрясение. Это и многое другое в экспресс-обзоре Рустама Мугаева. Убийство мусульман, подлое предательское действие тех, кто называет себя борцами за веру и правое дело. В народе же их называют шайтанами. О шайтанах и экстремистах в еженедельной рубрике «Дайджест недели». Мегафон запустил новую услугу. Жириновский выдал очередной рецепт умиротворения Кавказа. В республике заработала исламская радиостанция Ченет-Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за минувшую неделю. Сравнительно недавно в Ченете заработал вайнахский молодежный видеопортал Вайтуб. Что дает чеченским пользователям этот новый и уникальный сервис? Об этом в регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события в еженедельной рубрике «Тема». Первое упоминание Ташу Хаджи, разорение полковником Баклановым аула Гардали, массовые этнические конфликты в Грозном в августе 1958 года, хронология памятных дат истории Чеченской Республики. В начале 20 века его имя пользовалось большой популярностью в литературных и журналистских кругах Северного Кавказа, а его публикации вызывали повышенный интерес у читающей публики. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о первом профессиональном чеченском журналисте Ибрагимбеке Саракаеве. В рубрике «Экспресс-инфо», как и обычно, сегодня представлена объективная независимая картина событий прошедшей недели. Реальная политика и экономика, свежие факты, оперативная хроника, важнейшие события и громкие заявления. 10 динамичных сюжетов о наиболее ярких событиях прошедших 7 дней, и каждый из них – мини-репортаж на актуальную тему. В качестве документальной базы этой рубрики, как и всегда, используется оперативная съемка новостной редакции нашей телекомпании. Слово Рустаму Мугаеву. 23 августа в Чеченской Республике прошли масштабные мероприятия, посвященные 58-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. С самого утра десятки тысяч людей потянулись в селение Цинтарой, чтобы посетить могилу Ахмата Хаджи Кадырова. Трудовые коллективы республики возложили цветы к памятнику Ахмата Кадырова в Грозном. В городах и селах прошли традиционные массовые религиозные обряды с раздачей благотворительной помощи, муки, сахара, мяса, малоимущим и нуждающимся. Также в этот день прошли многочисленные своды граждан, а проводимые культурные и спортивные мероприятия были посвящены памяти погибшего президента. Главным событием уходящей недели для республики стал визит председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина. В рамках рабочего визита российский премьер побывал в родовом селении семьи Кадыровых Цинтарое. Здесь Владимир Путин посетил местное кладбище и возложил цветы к могиле первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Почтив его память, премьер отметил, что Ахмат Кадыров заложил основу мира в Чеченской Республике. В ходе визита Владимир Путин также провел короткую встречу с президентом Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в ходе которой были обсуждены вопросы социально-экономической ситуации в республике, проблемы занятости населения, а также реализация ряда инвестиционных проектов. В среду избирательная комиссия Чеченской Республики завершила прием документов от кандидатов, желающих принять участие в первых муниципальных выборах Чеченской Республики. Планируется, что в течение 10 дней со дня завершения процесса сдачи документов избирком будет производить регистрацию выдвиженцев. По словам председателя Чеченской избирательной комиссии Исмаила Байханова, о своем желании участвовать в выборах заявилось свыше 3000 человек, четверть из которых намерены бороться за пост мэра города Грозный. Выборы в Чеченской Республике пройдут по мажоритарной системе. Жителям республики
предстоит избрать около 3000 человек, из них 236 глав муниципальных образований и свыше 2500 депутатов представительных органов муниципальных образований. Отметим, что проведение выборов запланировано на 11 октября текущего года. Около 15 часов по московскому времени 25 августа в Чеченской Республике зафиксировано землетрясение силой 4 балла по шкале Рихтера и магнитудой 4,2 балла. Как сообщили в МЧС Республики, эпицентр землетрясения находился северо-восточнее города Гудермес. Слабые колебания почвы ощущались и в городе Грозный. По словам начальника группы пропаганды и связи с общественностью Главного управления МЧС России по Чеченской Республике Тимура Тайсумова, в результате стихии никто не пострадал. Напомним, последнее сильное землетрясение в Чеченской Республике произошло 11 октября 2008 года. Тогда в результате стихийного бедствия сильно пострадали 5 районов республики, погибло 13 человек, более 100 человек получили ранения. В Чеченской Республике более 260 детей с диагнозом детский церебральный паралич прошли курс лечения у специалистов Шансинского реабилитационного центра, работавшего в республике с начала июня. По словам заместителя директора Республиканского центра медико-психологической реабилитации детей по лечебной части Хайди Магомадова, у 20% детей, прошедших 21-дневный курс лечения, отмечен высокий процент выздоравливания. Как сообщает пресс-служба президента и правительства Чеченской Республики, до конца 2009 года лечение пройдут более 1000 детей, страдающих детским церебральным параличем. В комплекс лечения входят массаж, иглотерапия, музыкальная терапия, фитотерапия и специальные медицинские препараты. В новом учебном году в Чеченской Республике откроется 443 школы, что на 6 школ больше, чем в 2008 году. Об этом на неделе сообщил министр образования и науки Республики Анзор Музаев. По его словам, сейчас по линии федеральной целевой программы и президентской программы восстановления в республике строится 56 новых школ. Капитальный ремонт проводится в 97 школах. 16 школ восстанавливаются. Министр отметил, что к началу нового учебного года в эксплуатацию в республике будут сданы все строящиеся и восстанавливающиеся школы. Он отметил, что в нынешнем году ожидается, что общее число учащихся в школах составит более 213 тысяч человек. В первые классы пойдут более 22 тысяч детей. Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил перед силовиками задачу найти и уничтожить братьев Хусейна и Муслима Гакаева, причастных к организации подрывов в Чеченской Республике. Никакой пощады им быть не должно, только полное и безусловное уничтожение, сказал глава республики на совещании с командирами силовых подразделений МВД по Чеченской Республике. Говоря о подрыве в селе Мискарют Смертника, который был досрочно освобожден из мест лишения свободы, Рамзан Кадыров выразил озабоченность тем, что задержанные в ходе спецоперации боевики окажутся на свободе по решению прокуратуры. Соответствующее поручение было дано первому заместителю председателя правительства Чеченской Республики Халиду Вайханову. Президент призвал сотрудников правоохранительных органов привлечь все возможные силы и ресурсы для борьбы с бандитами, вести работу по поиску террористов. Мэр Грозного Муслим Хучиев дал поручение разработать совместно с банковскими учреждениями и Комитетом правительства Чеченской Республики по малому бизнесу и предпринимательству механизм кредитования малого и среднего предпринимательства. По его словам, получение кредита на выгодных условиях существенно стимулирует развитие бизнеса и в итоге положительно скажется на социально-экономической обстановке в городе. На расширенном совещании в администрации Старопремысловского района Хучиев дал поручение всем главам администрации районов города провести в ближайшее время встречи с предпринимателями и по возможности оказывать им помощь в решении их вопросов. В сентябре из Грозного в Москву будет открыто автобусное сообщение. По словам начальника отдела капитального строительства Министерства транспорта Чеченской Республики Альви Шахгириева, на данном этапе этот вопрос проходит согласование в соответствующих инстанциях. Для осуществления рейсов министерство приобрело 4 автобуса МАН. Контракт на поставку автобусов был заключен с компанией МАН Автомобили Россия в июле текущего года. Также планируется приобрести для этих рейсов новые современные автобусы МАН, которые будут оборудованы туалетом, DVD-системой, холодильником, мусоропроводом, климатической установкой Неоман и даже кухней. Также, согласно заключенному ранее контракту, в Грозном откроют центр по обслуживанию автобусов МАН. В Грозненском сквере журналистов 27 августа прошла акция протеста гражданского общества Чеченской Республики против терроризма. Участники митинга выразили свое возмущение и протест по поводу действий террористов-смертников, унесших жизни мирных граждан и сотрудников правоохранительных органов, а также действий убийц правозащитниц Натальи Эстамировой, Заремы Садулаевой и ее мужа Алика Джабраилова. Как было отмечено в ходе акции, организаторы подрывов предпринимают попытки спровоцировать новую трагедию на чеченской земле. По итогам митинга его участники приняли совместное заявление, в котором они призывают
призывает чеченское общество сказать решительно «нет» вылазкам террористов, не имеющих ни веры, ни родины, ни национальности. У нас нет никаких сомнений в том, что население Чеченской Республики общими усилиями победит это зло, сказано в заявлении. В связи с 70% сокращением финансирования республики по федеральной целевой программе на 2010 год, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал руководителей министерств тщательно провести работу по подготовке и защите своих программ перед головными министерствами. Мы должны продумать, реализация каких программ для нас является первостепенной, чтобы рационально использовать выделяемые нам средства, сказал в четверг Рамзан Кадыров на совещании правительства Чеченской Республики. Глава республики подчеркнул, что несмотря на финансовый кризис, необходимо завершить строительство ряда крупных объектов, в числе которых спортивный комплекс имени Ахмата Кадырова. Здесь же Кадыров поручил председателю правительства Чеченской Республики Одессу Байсултанову в трехдневный срок решить вопрос трудоустройства 127 выпускников-отличников, а также в ближайшие дни закрыть вопрос задолженности по зарплатам строителей, образовавшиеся в течение последних 2-3 месяцев. Мусульмане всегда, во все времена, останавливали боевые действия или междоусобицы во время священного месяца Рамадан. В этом проявление сущности истинной веры человека. Но другое проявление сатанинской сущности мы наблюдаем в эти дни. Убийство мусульман и подлое, предательское, более того, самоубийство тех, кто называет себя борцами за веру и правое дело. В народе же их называют просто шайтанами. О шайтанах и экстремистах, действующих под знаменами веры, в еженедельной рубрике «Дайджест недели». Наступил благословенный месяц Рамадан, ниспосланный Аллахом правоверным как одно из высших благ. Этот месяц мусульмане всего мира усердствуют в богоугодных делах, постятся и очищаются от земной скверны. Тем не менее, вершат свои мерзкие дела те, кто заявляет о своем стремлении облагодетельствовать мусульман, кричат о защите их интересов и верности заветам пророка. Но это только на словах, а на деле – убийство, предательство и замутнение рассудка молодых людей, поверивших им. 21 августа, в день пятничной молитвы, накануне месяца Рамадан, 2 террориста-смертника из числа вышеназванных лицемеров подорвались в Грозном, на улицах Маяковского и Первомайской. Подъехав на велосипедах к патрульным милиционерам, они привели в действие адскую машину. На месте погибли 4 сотрудника ППС, 2 прохожие женщины были ранены. دي تقول كده طلع إخني هذا الشيء تعسد الناس تبوا أبيجنهم في كده ده أنا ناس لجدان يدات عن تعوز ماري وتعوز الناس تبوا أبيجنا عرب ولا ما يلا إيش كده أصلاً أصلاً الإنسان هو ده وطلوا من بيت ليش إذا إنه كده إذا كان رجل الترك ده موجود كده شيء إيش ده كده إيش بيوخم من ده وده تعادين دات إيش ده عن شو عبيت ده آخر يسمو كده أصلاً أشوف يلا ديز طبعا ما هيت ما نشيت ما سمعت زوم بيش شو يلا ديز يلا هو ده لا بوصل طبعا مع مرة نسلوش يسبيشو إيش كان روزبن خليه 13-25 بوصل نادونا صعب عنده شو ده روزبن جو توب دي شو روز بيتن جو كده روزبن نفسه جو يخ ما هو ده بوصل كده شيء ديرس دي فهمت غازت وقي حاش ديرس غازت دي فهمت ده وانا يخشل بيوخم شو شيء شوية سنة وديك هلا كده بيوخم هلا كده يعديك هلا شيء ويدان أبي ذات الدستور رأسوش خيات تسديس خير رأسنا ده هديز سن إيش بول كان هديز سنة هديز سبلنا بول سباشل سبلنا خير رأسنا كده والله بالله تلا ده خيطان ويدان ويكند دان ده هذا راز قبل دول سن دانه إيش مش ديل نيت يا نيخ أم برتو نيخ دان حال خيط أربع دكان أربع الغازة أربع جنتي بو خوش دان يز بوخ بود خويا أربع لا تعود مصو خيج عديل نعطول تروس دان ما عندك لوتش شو بيرس مصو دان أوشي أنت إير بوش دان أوشي دان دوك دان أوشي دان ديل دل حس دل دار وين بعد نبل صوت بعد نبل دان ما رح يبتم كيش بول ناخ دان بابا سيناش وبيحكم سينجت تمسال دان إز دار ملا دان ويساس دان وصلنا هوجي عند البوديس شابرجي دان أوشي أنت إير بوش دان عاش بول دان ويساس جواب باسلو جواب أوخا تيشتو. Мусульмане всегда, во все времена останавливали боевые действия или междоусобицы во время месяца Рамадан. В этом проявление сущности истинной веры человека. Но другое проявление сатанинской сущности мы наблюдаем в эти дни. Убийство мусульман, подлое и предательское. Более того, самоубийство тех, кто называет себя борцами за веру.
zulum din khil bosh bol wa bish duqwa tan ush hayya josh bolch nach mugdehki sen yol shilts enis khilar udan elch admo adam غوبل خلش خانه ادم تين تعن صدعش خانه شيخ تيا شنبتي اشت يا مرتلانس مقدك عادته بوست ايش ادمن زياديش ادمي حسمن زياديش ادمو يوشل شمن زياديش يلتن زياديش از مقدك عادته بيرزن باش باج وهابيزم ايديولوجيت ومحكع bolş bol zulüm deş. Sartana goyçtu şaş busul çağlar. Şaş busul din niş niyat ya şaş çağlar. Şaş zulüm deyğalar halqana dünyana tan şah dua yaqış. Edmiş dual şah mettik sabituş. Sergar doğuşta zulüm iza tan guşluq. Просто не могу, гинсар без мархи бутаганат зу идин дейлх тиш ивац дехнен хавала ивац бусул бога вообще атяд адам дац просто адам дац В исламе нет никакого оправдания самоубийства, ибо нет более высшего блага, дарованного Аллахом человеку, чем жизнь. Сегодня многие и много говорят о том, что в период войны ради ущерба врагу можно идти на самоубийство. Что ж, допустим. Тогда хочется спросить этих алимов в кавычках, так кто получается враг? Чеченский народ? Возьмем те же 21 и 25 августа, когда в Мескер-Юрте смертник подорвал 3 сотрудников отдела вневедомственной охраны города Аргон. Что, там были убиты кафиры? Нет, там были убиты мусульмане. Были убиты молодые ребята-чеченцы, днем и ночью стоящие на страже покоя родной республики и гражданских свобод своего народа. Более того, они были убиты предательским ударом. Убиты теми, кто своим самоубийством подтвердил, что они не мусульмане, а слуги дьявола и дрова адовой. Кто-то может возразить: ваххабиты максималисты, и у них другие критерии дозволенного в исламе. А как, по-вашему, муфтий Саудовской Аравии ваххабит? Да, ваххабит. Тогда почему же этот самый муфтий, шейх Абдул-Азиз бен Абдалла, говорит в своем интервью дословно: действия террористов-смертников не джихад ради Аллаха, это самоубийство? Загляните в интернет. Busul halklardır, halk sandahri nağdaqır, os halkı şençe horani husma, busul naqi baytar, busul dinli yolu marşo halartan iduk jihad, i jihad tan daqştuq, i o jihad nağtya qalğın uay duhular patça, Ahmad Ajdal gazot qabul dalsın, tan o jihad ya, os qinhiya qamt ala çoxtanlar way patça Ramzan dal alş walis. Wallahi tan jdina ha busul dinah duagyaq. ومحكا ومحكا وعتعيت وداعت داعت هر موحك يعني نخشي بوش نخشي دعت أن بين هر موحك وغير حباه قرش وماسقش وين وغبيزم يقوي آيتين وماسقش وين نوي أزواتيش إيديولوجي ما يوز تان الحمد لله بوصوب ناخ إش دوق بو ومحكا إش بريجي بو سن بوصوب ناخ بو سا شيكو براتين إزولم ديش بو ناخ بوتش إش بوصوب بابات الحمد لله بوصوب ناخ إش مارش بيغر بوق بوصوب ناخ بوصوب دينو ما ألر الله دالا بيامر ما ألر شي داغر دعور دو تار إش ليل غربات تار ظلم دي داتا تار بيامر ما ألر عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار شي نزي دير دات بوصوب ستا كيچو نزي دير دات على بيامر عليه الصلاة والسلام. Те, кто подорвал себя в месяц Рамадан на улицах Грозного и перед автомойкой в Мескер-Юрте, не мусульмане, и то, что они совершили, не джихад. Джихад совершили те, кто погиб от их руки, погиб во имя Родины, своего народа и самой мусульманской уммы. Там сидол мэрк энти, нохчик ом, маршо лари арбел болшпалк энти, халклар деш, мохклар беш, кергерз эц, ламаса болш, маргниш, багадолш, ويداغل خل غازوة خل بولش بطان مسكرو لا قلغن بولش بول ويك انتي وامودا بالله تان خلق مارشو بوسو دينلر ديش بول اك انتي شيكو يو غازوة تشبوش هو يج خان شاح اتايب ظلم تان دنيا انتي استايب اندوشتا ظلمنا اداما دات بوه قدولش بچال شقاق امنشا تان نوخچيك انتي İsandolşta zulüm yuqdi anah noqchi tsin qom silar diash arbel boshmak enti izulum otsna dolstal izie dokhwe sheydamish telüch
Kiboj mersh beersh boj naran zu nach zulum zachdalit, zu nach zier zachdalit. Shay damishte I zier shent elats, daldel. Dabulch bol ik ente. Ich noch che iasah, ich belbat, ich dakelren bo khordenen chura. As del ere dakelrna ich razовch bo khshikoyoch. Тот же муфтий Саудовской Аравии в своем интервью говорит, опять же дословно: «Камикадзе не мусульмане, и потому их нельзя хоронить на мусульманском кладбище. Так будет и в нашей республике. Тех, кто поставил себя вне мусульманской уммы, не будут хоронить на наших кладбищах. Мы не будем называть даже их имен, как говорится, слишком много чести. Почему? Первое, они самоубийцы. Второе, они убийцы мусульман. И третье, они осквернили кровопролитием священный месяц Рамадан». В хадисах пророка Мухаммада, алейхиссалату салям, говорится: в Рамадан Аллах привязывает всех шайтанов, чтобы они не могли вредить мусульманам. Как видим, некоторые остались непривязанными. Ну так правоохранительные структуры Чеченской Республики привязывают оставшихся. В четверг вечером в городе Шали в ходе спецоперации 2 шайтана отправились к собратьям. Почувствовав неминуемость захвата, они покончили с собой, подорвав себя. К счастью, при этом никто не погиб, хотя 6 человек получили ранения средней степени тяжести. Что они добиваются, что они хотят, какие у них замыслы. Нету ничего. Святого нету, человеческого нету. У них идеи нету. Они шайтаны. У шайтана не может быть ничего святого. У них есть повредить мусульманам, повредить обществу, показать, что на территории Чеченской Республики нету там стабильности мира. Там. Умаров — это крыса, конченная крыса. У него никогда не было святого ничего. Он был всю жизнь занимался. То грабил людей, то вымогал, то крал там, знаешь, вот такой, у него жизнь была такая. Он не состоялся в этой жизни, поэтому все свои обиды он где-то спрятался и использует наше подрастающее поколение, наших молодых ребят. И у них, вот, если в прошлом году получалось хорошо, в этом году не получается ничего. Вот эта группа, которую там вот они отправили, якобы, они заявляют, что у них есть 20 человек. Они не 20 человек, они были в Веденском районе. Их держали там, были там Мухдан и еще второй был Ясир и Мухдан, да, 2 араба. Они их держали, вербовали, они находили тех людей, которые вот, умный, верующий человек никогда не пойдет на это. Мусульманин никогда в жизни не пойдет на это. Он знает, что это прямая дорога в ад. إلغاش قابل داش داس مش تصدي شمدقة من أجبوسه بلا حلقة بوشنا وين ما كعدة داتر يوم سون ميجر لقنا زغائي بوسه بسكشاشي فيوش بوسه بنخبش قوش لاتش آخر مو خلقتي دسون زغاء سون تسع وقت بلا وين ما كتان خلادة وصندوقة جو ناخن فوقت شمدقة إنت إلغاش داش بالناخ بيش باس ناخن. До конца месяца Рамадан осталось еще 22 дня. Дай Аллах, чтобы они завершились без кровопролития. Хотя шайтаны, еще остающиеся на свободе, и не дремлют, и полны коварных планов, направленных в первую очередь против мусульман. Но не дремлют и те, кто с ними борется. А значит, конец у шайтанов один. Под землю, к собратьям, в ад. И вахабизм из-за бусуддин угурхал маста уиз ша идеология вахабизма Бусуддин мастер юз цюнцане айгер идуг джихад и вай махкар айгер дуг джихад кюгца маттаца айгер диешлук вай махкара вахабизмах вай мах дац анбар идуг джихад таган джихад дуг дел дуаш айбар дел дуаш вак дакар таган и джихад таган да яхтобук вай алхамдулиллах. А теперь пришло время узнать, что же говорит всесильный интернет о Чеченской Республике. И вообще, что говорят о нас на сетевых ресурсах. На прошедшей неделе говорили о том, что Мегафон запустил новую услугу «Рамадан». Жириновский выдал очередной рецепт умиротворения Кавказа и что в республике заработала исламская радиостанция. Ченет.Инфо с обзором событий глобальной сети интернет за прошедшие 7 дней.
Курсанты Грозненского Суворовского военного училища стали лучшими на Всероссийских коммуникационных играх 2009, которые прошли в Санкт-Петербурге. Об этом на прошедшей неделе сообщил ряд сетевых изданий. По словам сетевиков, ребята из Чеченской Республики стали лучшими из более чем 30 принимавших участие в играх команд со всей России. Команда Грозненского Суворовского училища – новичок на коммуникационных играх, однако ребята со всей ответственностью подошли к выполнению задания, что принесло им безоговорочную победу и признание членов жюри, отмечают авторы материала. Ребята из Грозненского Суворовского училища не смогли бы принять участие в мероприятии подобного уровня, если бы не помощь властей Чеченской Республики и лично президента Рамзана Кадырова, отмечают авторы и при этом подчеркивают, что эта помощь не разовая, так как президент уделяет большое внимание чеченской молодежи и оказывает как моральную, так и материальную помощь и поддержку молодым организациям и объединениям. Кавказский филиал ОАО «Мегафон» создал новую услугу «Рамадан», которая предоставляет абонентам компании возможность бесплатного внутрисетевого общения. Как сообщает Телеком Дейли, операция «Рамадан» доступна для подключения абонентам «Мегафон» в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Дагестане и Чеченской Республике. При этом сообщается, что подключая опцию «Рамадан», абоненты компании могут общаться бесплатно при совершении внутрисетевых вызовов в своем домашнем регионе. Пользователям опции ежедневно предоставляют 30 минут бесплатной связи, которыми они могут воспользоваться по своему усмотрению в любое время суток. Однако сетевики отмечают, что опция «Рамадан» доступна для подключения только до 18 сентября текущего года. Псковские милиционеры не хотят ездить в командировки в горячие точки в Ингушетию и в Чеченскую Республику. Об этом с подачи начальника УВД по Псковской области Бориса Говоруна сообщает в сети интернет-издание skobori.ru. Их можно понять. Есть ли смысл отрываться от семьи на 6 месяцев и рисковать своей жизнью за двойной оклад, учитывая, что он невелик? 10-11 тысяч рублей получает в месяц лейтенант милиции, приводит издание слова генерал-майора. При этом сообщается, что условия пребывания в Чеченской Республике полевые сотрудники ОМОНа живут в горах, палатках, а в случае гибели родственники получают 100 тысяч рублей. В то же время Борис Говорун напомнил, что родственники погибших на Саяно-Шушенской ГЭС получают компенсацию в размере 1 миллиона рублей. Мы же государственность там российскую отстаиваем, а цена нашей жизни вот она, милиционера и другого работника, отметил Борис Говорун, сообщает издание. Лидер российских либеральных демократов Владимир Жириновский, по совместительству кавказовед с 40-летним стажем в партийной газете ЛДПР, выдал очередной рецепт разрешения проблем на Кавказе. По его мнению, Кавказ – это огромный черкизовский рынок, на котором следует навести порядок. Нет ничего странного в том, что предполагаемые им методы разрешения сложного клубка социальных и политических проблем Северного Кавказа имеют базарный уровень. Думать господин Жириновский не привык и поэтому может только предполагать, учитывая опыт Российской империи. Бедолаги невдомек, что времена империи безвозвратно канули в лето. На бредовые предположения главного либерал-демократа России не стоило бы обращать внимания, если бы он не занимал бы пост вице-спикера Государственной Думы Российской Федерации. Но это факт, от которого никак не уйдешь, а жаль. В интернете появилась видеозапись теракта в Назрани, который унес жизни более 20 человек. Так, на одном из экстремистских сайтов появилась видеозапись, из которой следует, что взрыв осуществил Александр Тихомиров, более известный как Саид Бурятский. На записи ваххабит сидит в автомобиле, показывает на бочку у себя за спиной и говорит, что это подарок для назрановского ГОВД. Далее Бурятский демонстрирует куски арматуры, которыми начинена бомба. В конце появилась надпись о том, что за рулем автомашины сидел лично Саид. Ряд сетевых изданий сообщают, что в связи с терактом возбуждено уголовное дело и причастность идеолога-ваххабитов к взрыву устанавливается. Однако ряд аналитиков уже отмечают, что, вероятно, подобным образом предпринята попытка обеспечить прикрытие позорного бегства Бурятского из рядов членов, в которых он помпезно призывал, рекламируя при этом и свой приход в лагерь членов НВФ. Романтика в лесу пропадает быстро, да и зима на носу, замечают аналитики. Войнах Телеком с начала месяца Рамадан проводит акцию «Скидок», сообщает на страницах своего сетевого ресурса информагентство «Грозный информ». По словам издания, 5-кратное снижение цен – подарок жителям от компании. При этом сообщается, что желающим воспользоваться условиями акции придется поторопиться. Времени отведено всего месяц, с 21 августа по 21 сентября.
Снижение цен действительно по всем существующим пакетам только для физических лиц, кроме пакета суперэкономный. Всего за 1000 рублей любой желающий сможет пользоваться интернетом на скорости аж 2 мегабайта в секунду. Благодаря выходу Вайнах Телеком на местный рынок телекоммуникационных услуг у жителей республики появилась возможность не только выбора между операторами, но и стали доступны современные телекоммуникационные услуги, о которых ранее и говорить не приходилось, отмечают в сообщении. Благодаря выходу Вайнах Телеком на местный рынок телекоммуникационных услуг у жителей республики появилась возможность не только выбора между операторами, но и стали доступны современные телекоммуникационные услуги, о которых ранее и говорить не приходилось, отмечает в сообщении Грозный информ. В день визита Медведева в Ставрополь в окрестностях города в селе Пелагиада произошла массовая драка русских и кавказцев. Об этом на прошедшей неделе заявил ряд сетевых изданий. Как утверждают сетевики, люди с обеих сторон были вооружены ножами, пистолетами и ружьями. Все информагентство со ссылкой на неких очевидцев и источников в краевом ГУВД говорили о 300 дерущихся. В то же время официальные власти объявили о том, что в драке приняло участие всего лишь несколько десятков человек. Тем не менее, власти отнеслись к происшествию очень серьезно. В Пелагиаде ввели комендантский час, перекрыли въезд в поселок, усилили милицейские патрули. А уже на следующий день в Шпаковском районе заседал краевой совбез. По словам авторов публикации, всего в драке получили ранения несколько человек, в том числе участковый милиционер, который пытался разнять дерущихся. Интернет-ресурс чечеnasso.ru сообщает о том, что стартовала подписка на библиотеку чеченской литературы в 50 томах, издаваемой благотворительным фондом поддержки чеченской литературы в издательстве «Молодая гвардия». Ожидается, что первые 10 томов лучших произведений чеченских поэтов и писателей выйдут в свет уже в этом году. Как обещают организаторы подписки, это будут избранные сочинения Халида Ашаева, Раисы Ахматовой, Арбии Магомеда Макаевых, Саидбея Арсанова, Саида Бадуева и других патриархов чеченской литературы. При этом сообщается, что подписку можно оформить как в Москве, так и в Грозном, в представительстве издателей в Чеченской Республике, в редакции республиканской газеты «Даймох». Тут же приводится стоимость подписки. По словам организаторов, цена одного тома составляет 500 рублей. Интернет-ресурс телекомпании «Вайнах» сообщает о том, что в республике заработала новая радиостанция. «Путь» – так называется радиостанция, которая открыта в одноименной телерадиокомпании. Радиостанция будет вещать на волне 106,7 FM, отмечают авторы публикации. Особенность новой радиостанции в том, что это, пожалуй, одно из первых не только в республике, но и на всем Северном Кавказе радио, ориентированное на последователей приверженцев ислама. Ожидается, что на волнах исламского радио круглые сутки в прямом эфире будут звучать суры из Корана, проповеди известных богословов и беседы с религиозными деятелями. Особое внимание сотрудники радио уделили оснащению и техническому обеспечению радиостанции. Так, в материале сообщается, что оборудование для новой радиостанции завезено напрямую из Италии, а финансовую поддержку оказал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. Как сообщает независимое информационное агентство, в скором времени в Азербайджане на государственном уровне будет увековечено имя и память выдающегося эстрадного певца и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Агентство сообщает, что президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев уже подписал распоряжение об увековечивании памяти Магомаева. Согласно распоряжению, ожидается, что в ближайшее время в Баку на здании, где проживал Муслим Магомаев, будет установлена мемориальная доска, а одной из бакинских музыкальных школ будет присвоено имя Муслима Магомаева. Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года. Его родители чеченец Магомед Магомаев, театральный художник, и Айшет Магомаева, драматическая актриса. Дед Муслима Магомаева родился в городе Грозном, является известным азербайджанским композитором, имя которого носит Азербайджанская государственная филармония. Сравнительно недавно в Ченете заработал вайнахский молодежный видеопортал Вайтуб.ком. Название говорит само за себя. Это вайнахский, а если еще точнее, чеченский аналог всемирно известных видеохостингов YouTube или Рутуб. Хостинг, сделанный буквально с коленки, в течение нескольких месяцев приобрел широкую аудиторию и огромную популярность среди вайнахских пользователей сети. Что дает чеченским пользователям этот новый и уникальный сервис? Об этом в нашем регулярном исследовании того, что лежит за внешней стороной события или явления в еженедельной рубрике «Тема».
Считается, что на дворе нынче век информационных технологий, а всемирная паутина – самое что ни на есть олицетворение этого века. И зовут это олицетворение ничем иным, как виртуальным киберпространством или всесильным интернетом. Для жителей нашей республики интернет пока еще продолжает оставаться дорогим удовольствием. Основной причиной этому является практическое отсутствие в республике разветвленной сети оптиковолоконной линии. Поэтому населению в основном приходится устанавливать интернет через соединение спутникового провайдера, используя вместо обычного модема мобильный телефон. Тем не менее, всесильный интернет обеспечивает оперативный доступ к поистине необозримым кладезям информации по любой тематике, и его популярность в республике только набирает обороты. Что говорят о нас в виртуальном киберпространстве? Говорят многое и разное. Есть в этой паутине и чеченский сегмент. Это то, что чеченские пользователи сети гордо именуют ченетом. Конечно, все пока практически в зачатом состоянии, но тем не менее в этом направлении есть у нас и свои достижения, которыми пока не все регионы пользователей российского сегмента могут похвастаться. Так, сравнительно недавно в Ченете заработал вайнахский молодежный видеопортал vaitub.com. Название говорит само за себя. Это вайнахский, а если еще точнее, чеченский аналог всемирно известных видеохостингов YouTube или Rutube. Сайту vaitub предшествовали другие наши проекты, такие как информационно-развлекательный портал «Введено», сайт Веденской средней школы номер 1, кстати, первый сайт школы Чеченской Республики, который появился, и этот сайт группой IMB был разработан и создан для этой школы в знак благодарности учителям за воспитание, обучение, так как некоторые из нас являются выпускниками данного образовательного учреждения. Портал vaitub не пытается копировать своих именитых коллег, а предлагает посетителям набор развлекательных услуг. Основа нового сайта в сети – огромная база данных, основу которой составляют видеоролики чеченской тематики. Сайт vaitub, буквально сделанный из коленки, в течение нескольких месяцев приобрел широкую аудиторию и огромную популярность среди вайнахских пользователей сети. Примечательно и название портала vaitub, подчеркивая тем самым общность некогда единого этноса. На Медне на проекте стартовал и независимый прямой эфир Грозненского радио. Уникальный сервис заработал с начала августа, а это значит появился онлайн-контакт с радио Грозный для многих соотечественников, находящихся за пределами страны. Рой диджеш хайлин сачо водволочинг. Что назад? Что двол еще радио? На прошлой неделе в портале появился и новый проект – онлайн-видео, популярный в нашей республике информационно-аналитической программы «Чечен-Инфо», видеоверсии ленты новостей чеченского одноименного сетевого информационного агентства. Функционируют на сайте также и блоки пользователей, фотогалереи и многое другое. У нас 4 модератора, которые почти 24 часа находятся на сайте посменно. Также мы втроем. И многие пользователи наши просто присылают сообщения на почту, если появляется какое-то нежелательное видео, там, противоречащее законодательству, там, нормам и так далее. И оно быстро удаляется, очень недолго держится, буквально несколько минут. На портале vaitub после регистрации, на которую уходит менее минуты, пользователи могут не только просматривать и закачивать интересные видео, но и поделиться своим мнением о них в соответствующих разделах. Благодаря удобной навигации сориентироваться на сайте несложно даже новичкам. Учли создатели видеохостинга также и вкусы молодежи, поэтому все видео на сайте отсортировано по жанру и тематике. Авторы проекта разработали даже свою специальную программу, которая позволяет легко скачивать и сохранять на компьютере желаемое с портала видео. А в перспективе энтузиасты намерены тесно сотрудничать с чеченской государственной телерадиокомпанией «Грозный». Мы бы очень хотели бы с ними сотрудничать, посмотрим, что из этого получится. Я думаю, это будет интересно и нам, и им. Что-то они нам дадут, что-то мы им дадим. Пользовательский интерфейс программы, как и самого проекта, очень прост и не требует никаких дополнительных навыков. Всего за 2 клика можно залить свое видео или просмотреть видеоролики на чеченскую тематику. Тем самым во всемирной паутине появилась прекрасная возможность в формате мультимедиа напрямую рассказать ценителям киберпространства о Чеченской Республике, о ее сегодняшнем дне и достижениях. Последнее для чеченского общества, за которым
Некоторыми ангажированными СМИ закреплен образ бородача-бандита с автоматом. سایت چوبه ولا سایت چوه دقنا بين نقش بوسش دقلا سایت چوبه نقش وش مش بالدعوة تايشين سوي وكولتوري و دين دوي ومسوا ونормально وأدمش دوي دخل درينس. Правильное и достоверное видео из Чечни и о Чечне сможет решить и проблему духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения и противостоять распространению во всемирной паутине идеологии ваххабизма и экстремизма. Эта задача также стоит и перед обществом. Так, 17 июня текущего года президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров с целью противодействия распространению идеологии ваххабизма через интернет и современные технологии поручил Центру духовно-нравственного воспитания и развития Чеченской Республики заняться подготовкой специалистов для разъяснительной работы с молодежью, потенциальными пользователями интернета. По словам Кадырова, сегодня экстремизм и ваххабизм, учитывая, что до 80% молодежной аудитории пользуется интернет-ресурсами, распространяет свою заразу не через телеканалы и печатную прессу, а именно через интернет. Как бы там ни было, ясно одно: при правильном обращении с сетью интернет может стать не только неиссякаемым источником знаний, но и мощным средством информационной войны. Радует, что авторы проекта Вайтуб вполне осознают эти задачи и пытаются не только развлекать молодежную среду, но и стараться стать мощным рупором духовного воспитания чеченской молодежи. Его пользователи уже успели по достоинству оценить проект, который сразу же после запуска в ноябре прошлого года стал любимым местом отдыха и досуга чеченской молодежи не только в самой республике, но и далеко за ее пределами. И это не предел, потому инициативная группа AMB не перестает совершенствоваться и постоянно внедрять свои новые идеи и новые проекты. Один из проектов, но он не для конкретно Чернета, это Кавказ Тизер, это рекламная баннерная сеть, баннеры нового поколения. И она рассчитана конкретно для всего Кавказа. Также самое последнее, это на базе Вайтуба был создан сайт для диджеев радио Грозный, который за неполный месяц существования уже достаточно популярный, в основном за пределами, из-за того, что они могут слушать в хорошем качестве радио, общаться с диджеями и так далее. Работая над созданием видеохостинга, авторы проекта, по их словам, руководствовались также и тем, что в недалекой перспективе современным телеканалам придется все-таки слегка потесниться и чуть больше оглядываться на интернет. По твердому убеждению участников проекта, в будущем традиционное телевидение из-за своей менее гибкой структуры и высокой централизации займет нишу наподобие наружной рекламы, не являющейся функциональной частью города, но присутствующей здесь повсеместно. Информацию же зрители в будущем будут получать по-другому, через все тот же интернет. Отсюда, по словам создателей портала, и главная цель проекта – показать интернет-сообществу и чеченцам, проживающим вне пределов исторической родины, позитивные процессы, которые в последние годы происходят в республике. Ставится группой и задача второго уровня – показать жителям Чеченской Республики жизнь и быт многочисленных чеченских диаспор за рубежом. Мышлил, что это массово и интернет связанный, да, это сайт щера, уровни разные, что сайт умариваешь. Уникальный сервис запущен группой AMB. Проект, как и сама группа, абсолютно частная инициатива и никак не связана с какими-либо госструктурами. Коллектив зародился как небольшое сообщество молодых энтузиастов в августе 2007 года. Название группы AMB составлено из первых букв имен его составителей – Ахмеда Арсункаева, Магомеда Загаева и Бекхана Гацаева. В силу известных событий в Чеченской Республике тройка оказалась далеко друг от друга. Ахмед уехал в Москву, Магомед в Бельгию, а Бекхан остался в Чеченской Республике.
Республики. Судьбы друзей тоже сложились по-разному. Ахмед стал директором строительной фабрики, Бекхан – учителем информатики Веденской средней школы и сотрудником пенсионного фонда по совместительству. Магомед, ставший душой группы и, как его в шутку называют друзья, гигантом технической мысли, программист и последние 3 года работает сетевым инженером бельгийской компании, которая является вторым по величине провайдером связи в этой стране. Всех троих, вне зависимости от времени и расстояния, объединила родина и любовь к своему родному селу Ведено, а все тот же интернет создал условия для эффективной и совместной работы. Конкретно сайт Валларс, сайт Езер, сайт Тела, Цавацаруэ. Массу Радавахан, Чахвича, любой фирма, любой организация, сайт Шеш, Кидеш, Вайнахчи, пока Хагучи, сайт Еш и Бог Беш Цавацар, Дехад, Доглаза, Дар, Вайнахчи, Чуна. Он дальше хибеш развитие хулш шей угдеш бахш хилчи away итайком цахлар дарфес. Сегодня AMB – это самостоятельная группа с небольшим, но сплоченным и профессиональным коллективом. Специалисты группы – это профессионалы, которые на сегодняшний день имеют хорошее образование, свои наработки и огромный опыт работы в сфере IT и технологий. Коллективу под силу создания веб-сайтов не только для предприятий малого и среднего бизнеса, но и для крупной фирмы, которая дорожит собственным имиджем и продвижением на рынке услуг. Кроме того, группа AMB предлагает свои услуги по созданию корпоративного стиля предприятия. География работ группы не ограничивается городами и странами. Спектр оказываемых веб-услуг достаточно широк. Уже на этот момент клиенты группы AMB могут получить целый набор услуг: создание веб-сайта, редизайн существующего веб-проекта, комплексное продвижение веб-сайта в сети интернет, регистрация доменов в любой зоне и многое-многое другое. Но чем все вышесказанное не страшилки для акул интернет-бизнеса? И наш чеченский и достойный ответ Чемберлена. История Чеченской Республики в зеркале времени. Обзор ключевых событий августа в чеченской истории. На этой неделе в обзор вошли первые упоминания в письменных источниках о Ташу-Хаджи, разорение полковником Баклановым аула Гардали, массовые этнические конфликты в Грозном в августе 1958 года и многое-многое другое. Итак, хронология памятных дат истории Чеченской Республики, возвращенных из небытия. 22 августа 1810 года в крепости Владикавказ представители 6 родов, проживавших в Назране, подписали акт о вступлении в российское подданство. Присоединение ингушей к России не было однократным явлением. Так, еще в 1769 году представители ингушского народа обратились к кизлярскому коменданту с просьбой принять их в русское подданство. А в 1771 году ингушские старшины принесли присягу России. Народ ингушей, известный также под именем кистов или киштинцев, обитающий между рек Терека и Сунжи, будучи трудолюбив и покоен, искал освободиться от притеснения кумыков и кабардинцев. Они взошли с просьбой о том к кизлярскому коменданту и по собственному их желанию приняты в 1769 году в российское подданство и дали аманатов. Писал об этих событиях известный кавказовед XIX века Будков. Однако окончательной датой добровольного присоединения Ингушетии к России считается 1810 год, когда во Владикавказе был подписан окончательный официальный акт с представителями ингушского народа. 16 августа 1834 году в письменных источниках донесения Родина военному министру Чернышеву появляется первое упоминание о предводителе Таша-Хаджи. Ташу-Хаджи, именуемый в источниках Андреевским Мулой, а чеченцами Вох-Хадж, относится к плеяде выдающихся героев национально-освободительной борьбы чеченского и дагестанского народа XIX века. Соратник Шамиля, Таша-Хаджи, крупная политическая фигура имамата и самый грозный конкурент Шамиля в 30-е годы XIX века. Фактически это был самостоятельный лидер, возвысившийся благодаря своему незаурядному предводительскому дарованию. Известно, что в 1834 году, когда в Дагестане состоялся съезд, на котором рассматривались две основные кандидатуры на пост имама Шамиль и Ташу-Хаджи. Большинство голосов получил Шамиль. Не оспаривая избрание Шамиля, чеченский шейх, однако, сохранил независимую политическую позицию, и Шамиль был вынужден считаться с мнением шейха по ряду ключевых вопросов. В
В августе 1852 года в Чечне практически повторилась история знаменитого сражения Натеречного села Дади-Юрт, сожженного в 1819 году до основания карательным отрядом. Так, 11 августа 1852 году большим отрядом под командованием полковника Бакланова был окружен и беспощадно разорен аул Гардали на берегу реки Мичи. Разорение мирного аула прошло без всяких оснований в рамках так называемой военной операции князя Баратинского в Большой Чечне, в ходе которой с целью оставить к зиме горную Чечню без продовольствия. Основное внимание было акцентировано на уничтожении посевов и разорении аулов Большой Чечни. Аул Гардали был атакован отрядом Бакланова и разрушен до основания. Однако окончательно овладеть аулом ввиду больших потерь отряд так и не сумел. При обратном движении баклановцев оставшаяся часть гардалинцев при содействии населения близлежащих аулов устроила засаду в отместку за разорение аула, разгромила отряд карателей. В августе 1913 года в Грозном началась массовая забастовка рабочих нефтяных промыслов и других предприятий Грозного. Забастовка в общей сложности продлилась до 6 октября этого же года. В первый же день забастовки состоялся митинг рабочих города Грозного и его окрестностей с соглашением 53 экономических и политических требований к властям и предпринимателям. Рабочие предъявили нефтепромышленникам требования установить 8-часовой рабочий день, повысить зарплату, предоставить квартиры, открыть школы для детей рабочих и организовать детям бесплатное обучение. Нефтепромышленники сопротивлялись долго и упорно. Забастовка длилась почти месяц, и поэтому фирмы терпели колоссальные убытки. Выступление рабочих закончилось практически их победой. Рабочие добились удовлетворения ряда выдвинутых требований. 30 августа 1936 года на окраине Грозного в Черноречье родился человек, которому было суждено стать звездой и поднять национальную культуру на небывалую высоту. Заслуженный деятель культуры, народный артист СССР Щитар Шамсудинович Эдисултанов. В 1957 году на казахском радио он услышал объявление о наборе в чечено-ингушский ансамбль песни и танцы и решил принять в нем участие. Так он и стал артистом. В свое время Эдисултанов организовал музыкальный коллектив «Илли». К концу 80-х Эдисултанов становится признанным мастером разговорного жанра. Нет равных, нет похожих. Его цитируют. Как сказал Эдисултанов, он обожал свою работу, своих зрителей, даже тех, над кем смеялся. Без его участия не проходит ни одно значительное мероприятие в Грозном, в республике. Что бы он ни делал, о чем бы он ни говорил, окружающие замирали. Дом Эдисултанов в то время напоминал филармонию и музей одновременно. Щита Эдисултанов умер после продолжительной болезни 7 августа 2002 году. 23 августа 1951 года в городе Караганда, Казахская ССР, в семье чеченского богослова и просветителя Абдулхамида Кадырова родился видный чеченский религиозный, государственный и политический деятель Ахмад Абдулхамидович Кадыров. Ахмад Кадыров несколько лет занимал должность муфтия непризнанной Чеченской республики Ичкерия и был известен как мужественный, решительный и принципиальный человек. В 1999 году он бросил вызов Масхадову и Басаеву, организовавшим вторжение боевиков в Дагестан. 5 октября 2003 года Ахмад Кадыров стал первым избранным президентом Чеченской республики. До этого на протяжении почти 3 лет занимал пост главы администрации республики. Указом президента Российской Федерации от 10 мая 2004 года за мужество и героизм, проявленные при возрождении Чеченской республики и в борьбе с терроризмом, Кадырову Ахмаду Абдулхамидовичу посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. В августе 1958 года в столице Чечено-Ингушетии в Грозном прошли массовые этнические конфликты. Основными лозунгами выступлений были прекращение переселения чеченцев и ингушей обратно из мест ссылки и защита русских от бесчинств чеченцев. Между тем, собственно, чеченцы в Грозном практически не пострадали нападением, в основном подверглись административные здания и учреждениям. Выступления сопровождались множеством побочных инцидентов, грабежей, погромов административных зданий и сведением личных счетов. В центре относительно небольшого города буйствовала толпа численностью до 10 тысяч человек. В результате беспорядка в городе пострадало 32 человека, в том числе 4 работника МВД. 2 человека из числа гражданских умерли, 10 были госпитализированы. Беспорядки отчасти были спровоцированы тогдашним руководством ЧССР, стремившихся сорвать возвращение чеченцев и ингушей на свою историческую родину. 30 августа 1957 года в Грозном в кинотеатре «Родина» прошла первая демонстрация широкоэкранного фильма. Широкоэкранный метод съемки благодаря новым разработкам в СССР был освоен уже в 1955 году. В этом же году были сняты первые широкоэкранные документальные фильмы. В следующем, 1956 году, были запущены 3 широкоэкранных художественных фильма. Эти фильмы фактически пришли в Грозный в 1957 году. В начале 60-х в Грозном был построен первый широкоэкранный кинотеатр «Космос», специально построен
построены именно как широкоэкранный. В 1966 он был переоборудован под широкоформатный. Первым широкоформатным фильмом, показанным в Грозном, стал фильм «Сказка о царе Салтане». Примечательно, что на всем Северном Кавказе по тем временам было по одному широкоформатному кинотеатру на республику. Позже в республике появились кинотеатры «Юбилейный», «Россия», «Радуга» и позже всех кинотеатр «Юность». 19 августа 1991 года в Москве была предпринята неудачная попытка государственного переворота. С целью отстранения, по мнению организаторов, слабого и безвольного Горбачева от руководства страной и сохранения СССР был образован Государственный комитет по чрезвычайному положению и осуществлен ввод войск в ряд крупных городов СССР. Руководство Чеченской Республики поддержало попытку переворота. Однако против выступил Общенациональный конгресс чеченского народа, который потребовал немедленной отставки правительства республики и выхода из состава СССР и РСФСР. 24 августа на площади Ленина прошел митинг, в ходе которого толпа снесла памятник Ленину. Попытка переворота кончилась безрезультатно, а организаторы выступления были арестованы и привлечены к ответственности. После августовского путча уже осенью этого же года Москва впервые была вынуждена решать проблему отношений с Грозным и практически сразу подошла к грани прямого вооруженного вмешательства. В начале 20 века его имя пользовалось большой популярностью в литературных и журналистских кругах Северного Кавказа. А его публикации неизменно вызывали повышенный интерес у читающей публики. Он является не только одним из первых профессиональных чеченских журналистов, но и ярким мастером прозы, знатоком истории, быта, традиций и фольклора чеченского народа. За свою литературную деятельность и офицерское прошлое писатель долгое время был преследуем гоним органами НКВД. Однако, как это ни странно, умер он все-таки своей смертью, а не в застенках сталинского режима, что по тем временам уже само по себе было событием невероятным. Рубрика «Жизнь замечательных людей» о первом профессиональном чеченском журналисте Ибрагимбеке Саракаеве. Чеченская республика дала миру много талантливых людей, ученых, писателей, поэтов, художников, архитекторов и многих других. Так уж вышло, что большинство из известных чеченцев покидали свою родину, возвращаясь в нее лишь под закат жизни. Но не таков был чеченский писатель, прозаик Ибрагимбек Саракаев, живший и творивший в начале 19 века. В начале второго десятилетия 20 века его имя пользовалось большой популярностью в литературных и журналистских кругах Северного Кавказа, а его публикации вызывали повышенный интерес у читающей публики. Жизнь Ибрагимбека была бурной, наполненной удивительными и порой трагическими событиями. Писатель рано ушел из жизни, но оставил в истории Чеченской Республики неизгладимый след. Он является не только одним из первых профессиональных чеченских журналистов и публицистов, но и ярким мастером прозы, знатоком истории, быта, традиций и фольклора чеченского народа. У него была удивительная и чем-то даже легендарная творческая жизненная судьба. Родился Ибрагимбек Саракаев 21 сентября 1883 года в крепости Ведено в семье служащего. В самом начале 20 века юноша окончил реальное училище в городе Владикавказе. В 1902 году уехал в город Тифлис, где и начал свою литературную и журналистскую деятельность в широко известном и популярном по тем временам журнале «Кавказ». Уже в первые годы сотрудничества с журналистом Ибрагимбек опубликовал в нем ряд рассказов и художественных очерков. В 1907 году Ибрагимбек Саракаев возвратился во Владикавказ, где и начал работать в газете «Терек». Так случилось, что вскоре в этой газете начал работать и революционер-большевик Сергей Киров, с которым молодой писатель сдружился. Впоследствии, наверное, именно этот факт его биографии сыграет в его судьбе большую и значительную роль и спасет от сталинских застенок. Примерно в эти же годы Ибрагимбеком были опубликованы рассказы и крупные историко-философские исследования, как «Мюритизм», «Судьи казнь Шамиля» и ряд других замечательных произведений. Их автор публиковал под собственной фамилией. В те же годы во Владикавказе были напечатаны и две его крупные художественно-документальные работы. Так, в 1913 году во Владикавказе вышло в свет его первое крупное произведение документально-художественной публицистики «По трущобам Чечни» с подзаголовком «Жгучий и наболевший вопрос». А в 1914 году «Чечня и пленение Шамиля». По жанру эти произведения были ближе к памфлету. В них автор знакомил читателя с архивными находками, подробно анализировал ошибочную практику применения ряда статей Горного устава к чеченским землям. Это были первые в истории Чеченской Республики книги о жизни и судьбе чеченского общества, правдиво написанные самим чеченцам. И, пожалуй, до сих пор нет трудов более правдиво и ярко описывающих жизнь чеченского народа на тот отрезок истории чеченского общества.
Именно в этом произведении особенно ярко проявлялось писательское мастерство Ибрагимбека Саракаева. Так, в своем произведении «Под трущобам Чечни» Ибрагимбек с болью в сердце отозвался о нелегкой горестной судьбе своего народа. Если бы была возможность собрать всю кровь и все горестные слезы, пролитые и проливаемые здесь в один чан-гигант, и потом этот чан опрокинуть над Кавказом, то с уверенностью можно было бы сказать, что Кавказ захлебнется в волнах собственной крови и собственных слез, писал автор своей художественно-документальной книги. Ибрагимбек сотрудничал не только с Териком. Молодого писателя приметили и другие северокавказские издания. В эти годы он сотрудничает уже с рядом изданий. В них только с 1911 по 1914 годы под псевдонимом Нохчу Чеченец Веданху и другими он публикует более 30 материалов по национальным и земельным вопросам Чеченской Республики, проблемам судейства, развития культуры и образования. В них он открыто критикует беззаконие и произвол, творимый представителями власти в горах. В то же время Ибрагимбек пишет не только публицистику, но и рассказы, исторические и историко-философские исследования. К примеру, «Суд и казнь Шамиля», «Мюридизм» и ряд других произведений публицистического характера. После начала Первой мировой войны Ибрагимбек записался вольно определяющимся в татарский конный полк Кавказской туземной конной дивизии. Эта дивизия впоследствии стала известной и знаменитой как «Дикая дивизия» и прославилась на фронтах Первой мировой удалью и отвагой своих кавалеристов. Так широко известен факт, когда 15 июля 1916 года офицеры и всадники ингушского и чеченского конных полков Дикой дивизии разгромили элиту кайзерской армии и покрыли свои знамена неувидаемой славы. На фронте Ибрагимбек не отсиживался в штабе и не сторонился фронта. Напротив, писатель и публицист принимал активное участие во всех значимых сражениях, боях дивизии. И поэтому за отвагу, мужество и смекалку, проявленные в боях с противником, Ибрагимбек производится в офицеры. Позже он дослужился до чина подполковника. За волевые качества и верную службу Ибрагимбек удостаивается орденов Святой Анны 2 степени и мечами, и Святого Георгия 4 степени. Однако война напрочь перечеркнула все литературные планы писателя. Писать на фронте он мог лишь урывками, и поэтому этот период он писал в основном короткие рассказы и очерки. За публицистику автор даже не брался. Качество этих произведений Ибрагимбека не устраивало. Поэтому большинство из них так и не были изданы. Февральскую революцию 1917 года Ибрагимбек Саракаев встретил уже в Грозном. В ноябре 1917 года на территории Чеченской Республики, Дагестана и Гурских округов Терской области Центральным комитетом Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана была провозглашена Горская республика и Горское правительство. Председателем правительства стал известный чеченский землевладелец и нефтепромышленник Абдул-Межид Чермоев. В этот период Ибрагимбек поступает на службу в правительство Чермоева, где исполняет обязанности чиновника по особым поручениям. Горское правительство некоторое время действовало в качестве высшего органа власти народов Северного Кавказа. Однако правительство просуществовало практически недолго. В результате начала гражданской войны на Северном Кавказе и последовавшего провозглашения Терской Советской Республики оно фактически потеряло власть и распалось. Это было время бурных перемен и водоворота событий, и, естественно, писатель не мог оставаться в стороне от происходящих перемен. В ходе гражданской войны он служит уже в знаменитой Красной армии, где занимает должность заместителя главнокомандующего по снабжению. Интересно, что в армию Ибрагимбек попал по рекомендации своего давнего товарища, все того же Сергея Кирова, с которым он некоторое время работал в газете «Терек». После установления Чеченской Республики советская власть Ибрагимбек некоторое время служил заместителем начальника милиции Чеченской автономной области. Эта деятельность также не способствовала занятиям литературы, поэтому в свои 20 последних лет жизни писателем было опубликовано лишь незначительное число произведений, очерков и рассказов. Тем не менее, за свою литературную деятельность и офицерское прошлое писатель был долгое время преследуем и гоним органами сталинского НКВД. Однако, как ни странно, умер он все-таки своей смертью, а не в застенках сталинского режима, что по тем временам в таких случаях уже само по себе было бы событием невероятным. Произошло это в 1934 году. Первый профессиональный журналист и публицист из числа чеченцев Ибрагимбек Саракаев закончил свой жизненный путь все там же, где и начал, в горном селе Витино, где он и похоронен. Да, это действительно уникальный случай выжить в условиях тоталитарного государства. Ну а у нас на этом все. С вами был Валерий Генаев. Мы встретимся с вами ровно через 7 дней. До свидания.